Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Что происходит, когда древняя культура встречает современный экран? Когда язык предков звучит в ритме сериального повествования? Ответ в сериале «Оджилустан», который не просто рассказал историю, а завоевал ТЭФИ-регион. Причем это уже третий «Орфей» за последние 5 лет для нашего медиахолдинга. И сегодня мы узнаем, как удалось соединить традицию и новаторство, преодолеть съемочные трудности и создать проект, который тронул сердца зрителей и жюри. В гостях профессионалы, подарившие Якутии эту кинематографическую победу. Режиссер ленты Елена Эверстова и сценарист Екатерина Григорьева. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, поздравляю. Спасибо. Вы были в этой студии ровно год назад, Лена. По такому же поводу тогда награду получил другой сериал «Харчи». Вот, ну, Нет, на полный метр. Мы подавали на полный метр. Да, потому что по итогам сериала был полный метр. Вот. Ну и тогда вы в студии сказали, что уже кипит работа над другим сериалом. Я вот предлагаю вспомнить работу. Как пришла такая вообще идея такого формата? Исторический жанр же для нас впервые, да? Вообще? Да. Ну, я начну с того, что всегда я задавалась вопросом, да, почему в нашем якутском кинематографе, не только в сериалах, да, очень мало экранизаций. То есть вот, у нас очень богатая классическая литература, да, произведения которой заслуживают того, чтобы быть экранизированными. И поэтому, когда меня пригласили в службу сериалов, это было 5 лет тому назад, и предложили писать сценарий, я твердо знала, что это должно быть литературное произведение. И я предложила. Вначале были другие варианты. Мы их перебирали с Марфой Перемяковой, с нашим руководителем, и с Нюргуном Торговкиным, нашим генеральным продюсером компании. И потом я, когда вот начала искать это произведение, там же надо учитывать еще и подходит ли он под сериальный формат, потому что не все произведения они могут подойти, можно растянуть на 16 серий. И мне моя добрая приятельница, героиня моей программы по документальному фильму, профессор Якутского университета, литературовед, которая как раз занимается изучением якутского романа, Анастасия Никитична Мыреева, она мне предложила обратить внимание на повесть Валентины Гаврилевой. Эта повесть называется «Оджилустан». Она была написана в 1972 году, то есть, получается, более 50 лет тому назад. Да, и это советское произведение. Поэтому и формат там был не очень большой, это повесть, и растянуть его на 16 серий было, было понятно, что нужно его дорабатывать, да, дополнять. Дополнять, вводить новых героев, вводить новые сюжетные линии. Но я одно хочу подчеркнуть, что начало, то есть пролог, как начинается завязка сюжета и финал, я оставила без изменений. То есть я доработала только то, что внутри. И хотя зрители потом были недовольны, что сериал закончился так, а не иначе, да, потому что все ждали хэппи-энда. А я решила все-таки не разрушать вот эту структуру авторского замысла. Но, в принципе, внутри там очень много изменений. А каких героев не было в книге, а появились в сериале? Многих героев, и не было Хобарас, например, всем приглянувшийся, да, и очень было много бессловесных там персонажей, которые я развила и сделала как бы, полноценными героями основными. Например, Ульджана. Женские образы там были в основном бессловесные. А в сериале они заговорили и, стали самыми яркими образами, которых полюбил зритель. А вообще ведь считается, что диалоги — это вот как раз самое сложное в сценариях, или нет? Но вообще сериал — это же драматургия. Это кинодраматургия, да? И поэтому в драме люди разговаривают, персонажи разговаривают диалогами. То же самое в сериале. И замысел там вообще сериала «Мыльная опера» на телевидении, это же как бы жанр для домохозяек изначально, да, в 60-е, 50-е годы в Америке, да. И там был закон такой, что если даже
домохозяйка отошла от экрана, да, она там отлучилась на кухню, она все равно слышит этот разговор и не упускает нить этого персонажа. Если в кино это главное это действие, а в сериале это разговор, это диалог. Мгм. Ну вот смотрите, произведение было написано больше 50 лет назад, да? Действие происходит вообще как бы До революции. до революции, до революционной Якутии. Как выстраивался вот визуальный стиль сериала, Лена? Были ли какие-то референсы, которые помогали в работе? Референсы. Или на что Потому что ориентировались? это же сложно было вначале. Когда мне предложили, я так обрадовалась. Чем сложнее, тем интереснее. Потом начала изучать уже костюмы. Вот из наших якутских фильмов. Смотрела костюмы, локации смотрела. Но когда художественный фильм, там же мало сцен, там с балаганами, а у нас 16 серий. Это получается, для каждой семьи нам нужен балаган. Ага. Поэтому, конечно, было сложно. Но мы решили, все это мы сделаем, да? Все равно получится у нас. А были консультанты, какие-то историки, этнографы, или вы прям сами все? Ну, если взять так, ты же, да, только консультировалась, а так сами. У нас был художник-постановщик, вот она изучала, это впервые у нас на сериале. Потому что сложно насчет костюмов, мы там брали, одалживали у Сахафильма, Сахатеатра, Театра юного зрителя. Все помогали нам миром, всем. Всем миром. Ага. Поэтому мы очень благодарны. Ну и ведь это же сложно, да, при съемках исторических фильмов надо же, чтобы в кадр еще ничего не попало, Да. там, чтобы часы не мелькнули на руке. Да. Там. Да, а тут так было. Потому что когда мы приехали, снимали в Черках и в Татинском Улусе, вокруг, ну, деревня, там мотоциклы ездят, Столбы. эти столбы, провода. В общем, мы, конечно, мучились. Снимали, потом у нас есть художник, как его? Дизайн. Слава, дизайнер. Он все почистил. Эти столбы, компьютерная графика. Все то есть вы провода, всё все вычищали? розетки, выключатели. Всё Это все он убирал. вручную сидел, стирал. Еще сложность была, когда мы начинали снимать, потому что мы чистовой звук снимали. Артисты начинают играть, и мотоцикл проезжает. Или трактор. Стоп. Это же в деревне, ну, в деревне же жизнь кипит. Поэтому, конечно, артисты уставали, только начинает, останавливаемся, ждем. Но это сложно, кстати, эмоционально для артистов играть. А, кстати, как кастинг проходил? То есть, ну, долго ли был кастинг, или сразу уже было понятно, кто какую роль сыграет? Некоторых актеров, с кем я работала, уже сразу сказала, так, я возьму его, а потом кастинг провела. Ага. Кастинг провела в Якутске, потом для эпизодических ролей уже в Татинском Улусе. А мальчика мы, кстати, сразу поехали искать в Татинском Улусе. Вот наш герой Нику очень хорошо сыграл, полюбился тоже зрителям. Ну, я думаю, что это одна из самых главных удач, потому что роль мальчика, образ мальчика, да, Сложный, он очень сложный. И сейчас очень сложно найти ребенка, который чисто говорит по-якутски, ну, для начала, да. Поэтому в старту Да. и поехали. Да, поэтому в Тату поехали, да. И вообще, вот, когда мы представляли с продюсерами, с режиссером, с Леной, представляли, где это могло бы быть, вот это действие. Там же не указано, это художественное произведение. Мы сразу решили, что это центральный улус, либо заречный улус, да. И так как сама писательница тоже с Мегина Кангаласского улуса, она говорила, что она, ну, как бы вот это чисто ее воображение. Вот то, что это не основано на каких-то событиях или на каком-то рассказе, или на каком-то эпосе. Нет, это вот чисто ее фантазия. И сразу решили, что это должно быть Заречье, либо Центральный улус. Сперва думали про Сотинцы, либо Черкех. Ну, там, где есть вот эти локации, балаганы, дома вот того периода, да, более или менее сохранилось. Ну и, конечно, сама природа, может быть, да, сама вот это... Сама природа помогала, кстати, Сама, вот, скажем, вот истинная суть вот Татинского улуса, как колыбели, да, нашей якутской национальной культуры, литературы, наших самых, ну, вот, просветителей, интеллигентов, да,
И это все как бы способствовало. И то, что там массовка была оттуда, артисты эпизодических ролей. И самая главная наша удача, конечно, это же исполнитель главной роли Айтал Сафронов. И большая удача была в том, что его родители были очень заинтересованы в том, чтобы Айтал сыграл, и сыграл хорошо. Они с ним занимались, потому что текст Да, очень большой. репетировали. И ребенок очень такой смекалистый какой-то, он очень внутренний, такой глубокий ребенок, и он понимал, в чем вот, что от него требуется. Вот этот материал он прямо прочувствовал и пропустил через себя. И это, конечно, просто удивительно. Он, кстати, не капризничал, потому что я же многих детей снимала. Устают дети, он с нами и на ночные съемки ездил. Утром рано вставал, допоздна работал. И вообще молодец. Я была влюблена. Он хорошо говорит еще по-якутски. Чисто. Потому что сейчас Нет, еще сложности были. Знаешь, кажется, сейчас проблема такая, да? Когда мы поехали, искали детей, мы думали, ну, там, ну, якутская, ну, все, наверное, хорошо говорят по-якутски. Оказывается, проблема уже там началась тоже. В Татинском тоже. Да, дети разговаривают между собой на русском. Это, поэтому там сложно было нам искать тоже детей. Ну вот, кстати, мы немножко с вами перед эфиром начали говорить о том, что сериалы мы пока не дублируем на русский язык, да, и поэтому наши, ну вот зрители телеканала наши, они его не видели, вот, в отличие там от зрителей НВК Саха. Вот если коротко, о чем сюжет, о чем вот там речь? это история мальчика от Нюку, но сюжет начинается задолго, ну, с его рождения. С С его момента рождения. его рождения. Ребенок рождается, и я для себя, когда вот думала, надо определить какую-то дату, да, в хронологии. Это 1900 год, самое начало 20 века. И рождается сын от внебрачный ребенок у батрачки. А отец ребенка это и ее господин, хозяин, да. И вот этот сюжет, вот хозяйку как раз мы показываем, госпожу, да, Эльджану, а вот это вот главная героиня, вот эта батрачка, да, у которой было счастливое детство, но она осиротела и оказалась вот на работе у вот этих богатых людей. И вот перипетии, да, то, что вот этот любовный треугольник, да, который возникает, судьба этого ребенка, и очень сложная судьба, потому что мать теряет рассудок после рождения. Потом ребенок вырастает, его воспитывает вот, прикрепленный к хозяевам, опять же, батрачка, которая бездетная. Ну, такой образ такой якутской женщины Далбар Хатун, которая милосердная, да, ну, добрая, очень широкой души. И она проникается судьбой этого ребенка, забирает его себе. Ну, и все же под присмотром отца, опять же, да, вот этого внебрачного хозяина, потому что они сами бездетные. И драма строится на том, что у хозяйки, вот у этой госпожи Эльджаны, детей нет и не может быть. Она очень богатая, дочка богатых родителей, и она вышла замуж вот за... ну, хозяин Анархарах, князь, да, он женился на ней ради приданого. В общем, вот такие перипетии, и ребенок вырастает, и он очень хочет найти, конечно же, своих родителей, маму. Он не знает, кто его родители, и очень хочет, ну, как бы обрести семью. И вот на стремление этого ребенка к счастью, к семье, к любви строится весь этот сюжет. И там, конечно же, не обошлось без нашей мифологии, без нашего эпоса Олонхо. К ним вот в Алас забредает Олонхосуд, и он рассказывает вот эпос Олонхо про Оджилстана. Оджилстан — это мифический богатырь, который всем приносит справедливость, всем воздает по заслугам. Да? И Олонхосуд говорит мальчику, проникшись его историей, его вот нравом таким хорошим. Ну, мальчик очень хороший, да, вот он и в повести так вырисован очень хороший, и наш персонаж, наш артист, да, очень хорошо сыграл. И он говорит, вот ты найдешь Оджилстана, вот страну Оджилстана найдешь, где есть царит справедливость и любовь, ты обретешь свое счастье, ты спасешь свою маму, ты, в общем, станешь счастливым человеком и хорошим человеком. И ребенок настолько проникается вот этой идеей, да, найти Оджилстана, мифического богатыря, Батура, который спасет его маму, который полюбит его маму и
ну, как бы, и он обретет свою семью. И вот, как бы, вот это стремление, вот эта мечта, она помогает нашему Герою? Нюку, ну, идти дальше, да, несмотря, потому что испытаний очень много, очень-очень много, которые даже не выпадают на долю взрослого человека, но благодаря вот этой мечте и благодаря своему характеру он, ну, приходит к какому-то финалу, исходу, да, и, ну, заканчивается, как заканчивается. Но это мы не будем спойлерить для тех, кто не смотрел, да? Ну, в общем, я скажу просто, что зрители, которые посмотрели, они не очень были довольны финалом. Потому что это же советское произведение, а в советской литературе хэппи-энд, он нечастый случай. Как бы. Это же сейчас мы привыкли к голливудским, да, вот этим фильмам, к нашим современным сериалам, где все заканчивается хорошо, благополучно. А здесь заканчивается загадкой. В общем, как-то неоднозначный финал. Открытый финал. Открытый финал, да. Вот в советской литературе и в кино же много же таких фильмов, где дается право для размышления зрителю. И это современному зрителю, оказывается, не очень нравится. Вот такой прием. Он хочет определенность, Да, чтобы все было хорошо, все были счастливы, Да, да. герои Он поженились. привык к этому, да. И свадьба жили долго и закончили. счастливо. Жили долго и Но счастливо. нет, мы оставили такой же финал, как в книге. Но сейчас, конечно, разные разговоры у нас идут, мы еще думаем, да, но все ждут, конечно, продолжения. Но вот для Тэфи вы одну серию перевели, а какую именно серию и как вы ее 17-я. выбирали? Ну вот из-за истории, потому что как раз они с мамой идут, путешествуют, вот ищут вот Джилустана. Китаются. Вот эту серию, чтобы было понятно. Ну, настолько. Интриг, ага. Да, она там немножко, очень много накала, страстей, да, вот как-то мучений. И там же еще я ввела параллельную линию, там золото этой хозяйки. Золото, клад с золотом, который хозяйка прячет. Она думает, что вот этот ребенок вырастет и заберет у нее богатство. Она одержима этой манией богатства, злобой, и она закапывает вот это золото, а это золото кто-то крадет. И на этом тоже еще вот вторая линия, это как бы детективная Они идет параллельно. ищут их. Ищут этот клад, ну вот другие персонажи, да, думают, кто украл, падает подозрение опять же на этого мальчика и на маму, да. Ну, в общем, там очень много перипетий. Это надо смотреть, Ну, так не перескажешь. у вас же это, получается, первая работа ваша, да, как сценариста? То есть я знаю, что «Хирурдар» тоже Да, «Хирурги». ваш Да. сценарий, но он уже вышел, но этот был написан раньше, да? Да, он писался очень долго, вот этот вот Джилустан. Он такой выстраданный, и поэтому, наверное, еще и получился, да, и затронул сердца многих людей. И, ну, я сама в это время болела, да, из-за этого вот начало затянулось, и еще были проблемы с сценарием самим, да, потому что мы вначале вообще не знали, как пишется сценарий, потому что сценарное дело — это ремесло. Да, какой бы ты ни был талантливый, как бы ты ни писал, да, но если ты не знаешь каких-то законов, приемов, да, ну, чисто вот практических вещей, то ты никогда не напишешь этого, да, там есть свои как бы требования. И благодаря тому, что вот наш генеральный директор Олег Олегович Марков все-таки очень проникся вот именно нашим вопросом нашего образования, и мы начали учиться. Вот мы посещали курсы Марии Находкиной, первый наш профессиональный якутский сценарист кино, да, которая очень активно работает. Вот она нас обучала долго. Ну, как бы мы у нее очень плодотворно сходили все сценаристы сериала. Потом у нас была сценарная лаборатория, которую организовала ГИКИ. Потом мы еще учились в Санкт-Петербурге. В общем, если бы не это, может, этот сценарий не был бы написан. Потому что первые варианты, они не пошли. Сказали, что так не пойдет. Это не сценарий. Да, и мы в Word писали там просто как литературное произведение, как рассказ, да, грубо говоря. А это же не так. И где-то, ну, с третьего, ну, вот я говорю, что я переписывала 5 раз, да, но как сценарий он переделывался все-таки, наверное, 3 варианта было. И вот где-то в конце, в каком это году было, получается, в 24-м, да, он был написан все-таки. Начинался в 20-м, закончился в 24-м, вышел на экран в 25-м. И поэтому он как бы немножко запоздал со съемками. А «Хирурдар», он все-таки же про современную жизнь, и я уже знала, как пишется сценарий. Уже я его довольно быстро написала. И он пришел тоже, ну, в нынешнем сезоне.
Лена, а вот со сценарием и с этим было легко работать? Мне, кстати, когда вот я открыла, я представляла же, помнишь, как начинается? Бежит мальчик. Вообще, мне сразу понравился сценарий. А по ходу там бывают какие-то моменты, где сложные там сцены или что-нибудь. Ну, мы все время с Катей переговаривались. Давай вот это, может, поменяем, вот это, может, да? Все время были, ну, как-то это, работали вместе. Никто не Ага. согласился, только Лена сказала «да». Потому что все сразу начали видеть, остальные режиссеры начали видеть сложности. Потому что действительно сложно же это. Вот резко так. Мы же современные только Снимаем, сериалы снимали. А тут раз резко и на 100, сколько там, 125 лет назад надо было перевести. Мы тогда еще не знали же, где что возьмем. Ни одежду, у нас То есть, ничего не нет. зная броду, сунулись в воду. Ага. А что самое сложное было? Самое сложное все-таки с локациями, реквизитами. Ага. Локациями, реквизитами. И реквизитами. Потому что, чтобы обставить, там в музее не все есть. Что-то ну, невозможно вытащить, поставить, поэтому местами ну, там не хватает. Это было сложно, конечно. Просили у людей? Нет, там музей, нам помогали, на встречи шли, все ставили. То, что есть, то, что возможно. Ой, карету починили, мы так рады были. Сперва сказали, вот у нас не получается, нету, кто починит карету. Прямо у меня в мечтах было, как они вот сели и Поехали Ага. прятать золото. Да. Ну, как телега, да? Ну, У меня в телега, сценарии ну вот. была телега, Ага, а Лена это нашла карету. Вообще классная карета. И когда вот это сремонтировали, когда они сели и поехали, я была вообще Да, счастлива. картинка была очень Ага. такая красивая. То есть отреставрировали, нашли и отреставрировали? да, Нет, там у какой-то? них стоял, но он не рабочий был. И тут вот нашелся человек, который все сделал. Теперь, Вообще круто. теперь у них есть работающая карета. Раньше она у них работала, потом там что-то. Ага. Поэтому я очень благодарна. Вообще я музею благодарна, как они нам помогали. Черкесскому музею Ага, и Тюменской вообще области. коллектив, ну вот нашим этим актерам, которые тоже из дома все приносили. Шкур какая-то, чего-то не хватает, они приносили с собой. Вот мы всем миром мы снимали этот сериал. Ну, там кастинг был очень хороший, очень удачный. Все отмечают очень удачный кастинг, потому что эти актеры вообще просто все очень органично вошли в образы. А расскажите о каком-нибудь запоминающемся дне со съемочной площадки. Запоминаю. Ой, таких же много. Знаете, вот я же как-то говорила, что мне помогает природа. Ну, вообще. У нас была сложная сцена, где Ангар-Харах с этим, с Речей выходили из балагана. Где? Ага, и тут такая сцена была, ну, сложная. А в это время, когда мы снимали, я думала, хотя бы облака были бы. Не было солнца. А тут сложная сцена, надо было все-таки хорошо, когда вот или дождь пошел, или что-то. Ну, то есть эмоционально Эмоционально, сложная- вот, ага, сложная что природа сцена. мне помогала. И они, ну вот мы снимаем, они зашли в балаган, ну там. Потом Ангар-Харах выходит, и набегает тучи, гром. Такая сильная сцена получилась, кстати. Прямо это помогло. Потом Реча выходит из балагана. Ну, земля-то Ага. непростая же, Ага. Алтинская земля. Поэтому я думаю, какое счастье. А как решили эту заявку на ТЭФИ подать? Ну, у нас это- вдохновил, конечно, пример прошлогодний Харче. И какая-то уверенность появилась в том, что вот, оказывается, мы можем тоже, да, участвовать в каких-то конкурсах, фестивалях, да. И руководство все равно, вот они сказали, отправляйте сериал. И мы перевели, ну, переводили тоже, это время какое-то заняло, да. Сперва выбирали, какую серию отправим, какая будет выигрышная, да, потому что это же как бы длинный же сюжет. И чтобы максимально охвачены были все герои, как бы, потому что там некоторые герои умирают, некоторые герои там, ну, исчезают как бы из повествования, да. И потом начали переводить. Субтитры, когда делали, тоже, оказывается, это совсем, ну, другое, ну, специфический какой-то вид, да, потому что нужно, оказывается, чтобы якутский язык же он длинный, и если его переводить, то он иногда бывает как бы, ну, перевод бывает длиннее, чем сам текст. И надо было, чтобы титры помещались на экране. То есть зритель должен успеть прочитать и понять вот этот диалог.
А потом раз, уже начинается диалог, да, и уже титр должен исчезнуть. То есть там тоже есть свои какие-то специфические Вы сами моменты. переводили? Да. Я люблю сама переводить. Если даже вот вопрос станет, наверное, в будущем, да, Вот не кому-то- хотите весь сериал перевести? кому-то. Я хочу весь этот сериал перевести. Если мне дадут эту возможность, то я, конечно, переведу. Давайте переведем, а по Якутии 24 покажем. Давайте. А вот этот ТЭФИ уже получается, третья, как я сказала, для компании и вторая для вас. А была, то есть вы ехали целенаправленно за ТЭФИ уже, Нет. знали? Или... У меня же съемки шли. Ага. Вот, поехали Олег Олегович, Нергун Васильевич и Катерина. Ну, Когда вот сказали, знали, что... я знаете, что сказала? Ой, вряд ли мы получим второй раз подряд. Ну, не дадут. Ага. Так она, Лена, Я так боялась. боялась. Потому что мало ли что, не могут же они вот в этом году дали, в следующем году, ну. Поэтому думаю, ладно, об этом не буду. Потом, когда сказали, что мы попали в полуфинал, я обрадовалась, но хотя бы полуфинал есть. Ну, 3 лучших. Ага, 3 лучших. Потом забыла, работала, потом сказали, все, едете, да? Тогда опять вспомнила про этот ТЭФИ, думаю, ой, Господи. И когда услышала, что поехали Олег Олегович и Нергун Васильевич еще, тогда это было для меня очень ответственно. Ну, такой делегация поехала, руководство поехало. Если мы не получим, ну вот, если бы мы поехали бы, я как-то еще легче восприняла бы. Поэтому очень ответственно было. То, что поехали, я сидела, волновалась, когда смотрела, когда вот на русском же он сказал, сейчас я переведу вам, вот тогда думаю, о, как хорошо. А у меня была уверенность почему-то, да, с самого начала, потому что вообще это какое-то особенное какое-то произведение, да, оно не может не затрагивать, потому что вот в 90-е годы именно вот с этого произведения «Вот Джилстан» начинался звездный путь нашего якутского театрального режиссера Юрия Макарова, Нюрбинский театр. Нюрбинский театр тоже же прославился на всю Россию, да, и все узнали, что, оказывается, в Якутии есть не только Саха-театр имени Аюнского, но и Нюрбинский театр. И именно спектакль «Вот Джилстан» постановки Юрия Макарова, он открыл дорогу им, именно юрбинцам, на театральные подмостки России. И даже, по-моему, он где-то за границей побывал на каком-то театральном фестивале. И я слышала, что есть такой спектакль очень знаменитый, да, и такие артисты сыграли в нем тоже известные. И когда вот мне сказали, что вот Джилстан, есть такая повесть, да, мне стало очень любопытно. И не зря он затронул сердца зрителей, потому что рейтинг-то был вообще сумасшедший же. Даже, например, в некоторых районах он достигал за 90%. То есть более 90% людей посмотрели этот сериал, те, кто включил телевизор в этот момент. Ну, рейтинги были высокие, артисты у нас стали очень известные, да, и мемы пошли. Это же говорит о том, что уже все, сериал пошел в народ, да, народ пошел. И я тогда подумала, ну, у нашего сериала, у наших героев Конкурентов нет. будет хороший путь, да, хороший путь. И поехала с уверенностью, почему-то совсем не волновалась. И когда назвали, это была такая, конечно, очень большая радость. Но, ну и хорошо, что так закончилось, потому что, ну, поехать и не приехать, приехать без приза, это было бы как-то, ну, не очень. А жюри, как вы думаете, что зацепило? Тоже вот как... Тут со зрителями понятно, их история затронула, да? А жюри, оно же все равно по каким-то своим еще критериям оценивает. Ну вот после церемонии, да, там же всегда бывают, ну, какие-то возможности поговорить с людьми, да, с членами жюри, там. Михаил Шевткой с нами разговаривал, там Николай Табашников, да, тоже известный кино и телепродюсер, Матвей Кожухов, который вручал нам призы, Терри Левиева, директор Академии российского телевидения. Они все, ну, в общем, они, конечно, прямо не говорили, но они дали понять, что мы бесспорно взяли, ну, без всяких сомнений, без больших споров. То есть они между собой не дискутировали, когда нам отдавали победу. И это, конечно, была очень высокая оценка. Но и Михаил Ефимович Шевткой подчеркнул, что вы проделали очень большую работу, потому что снимать вот такой исторический сериал, там, начала 20 века, это же вообще сложно. Даже там, например, да, на каких-то больших съемочных площадках. И он нас похвалил, сказал, что
ну, якуты, конечно, молодцы, у вас же кино. Ну, все говорят, ну, конечно, у вас же есть якутское кино, ну, и вы не отстаете. То есть телевидение тоже сильное, у вас сильные люди. А это не то же, это наоборот, у нас телевидение сильное, поэтому и кино появилось. Да, Не было может, бы да, да, телевидения, давайте не так было бы говорить. НВК Саха, не было бы никакого якутского кино на самом деле. Да, потому что первый якутский фильм все-таки появился на Да, телевидении. Ермолаев Семен, да? Семен по-моему? Ермолаев снял Ага. Поэтому первый в фильм 90-е здесь. годы. Сайлык, да? Ой, не помню. Ага. Это, и Поэтому с нас началось. поэтому, ну, как-то нам было очень приятно и волнительно слышать такие слова. И, в общем, было видно, что наша работа, ну, как бы зацепила их внимание и одобрение. Ну, премию Сагалаева до этого тоже ведь за этот сериал, Да. да? Это уже наша вторая премия. Да. За 2 месяца, да? Это в Ага. За ноябре же? Сагалаева я еще более спокойно была, когда, потому что перед вручением была ну, вот, типа пресс-конференция. Ну, Лена вот сидели. ездила на церемонию Ага. вручения премии Сагалаева. Это было в И- Москве не так давно, да? Ага. Да. И они октябре. обсуждали каждую передачу, ну, кто хочет услышать про свою там. Кого-то ругали, у вас это не получилось. Я вначале сидела, боялась. Вдруг я спрошу, а наш как сериал? Раскритикуют. Ага. Поэтому сидела, потом думаю, есть возможность. И когда руку подняла и сказала, откуда, и все, Барковская, вот, да, начала хвалить. Я думаю, все, кажется, есть. Она очень хорошо отозвалась, очень ага, классно. и похвалила работу, ну, в общем, как профессионал, оценила и сказала, ну вот, очень Она сказала, сильно. я влюбилась в Якутию. Она, мне кажется, следующая приезжала. И поэтому ну, когда мы Сагалаева получили, конечно, тоже была очень большая радость, но все равно ждали ТЭФИ, исхода ТЭФИ. Ну да, это главное. Это главный наш Оскар, телевизионный Оскар. Поэтому, конечно, мы вообще счастливы, что наша работа увенчалась таким признанием. И, конечно же, это благодаря нашим артистам, потому что артисты были очень сильные. Это у нас сильная актерская школа. Это не самые ведущие артисты, скажем, да, это не Саха-театр, ну, не звезды Саха-театра, а театр юного зрителя, Нюрбинский театр, артисты, которых, ну, широкая публика не знала. И сейчас они Звезды. звезды, да. И у нас ведь часто еще в эпизодах снимают Прости. обычных людей. Обычных, да? ага. Наверняка вот там тоже в Черкехе, вы говорите, в массовых сценах тоже Да. жители села, наверное, да, были? Ага. Был сенокос, поэтому мало было мужиков, кстати. Мы долго искали. И помнишь, да? Я увидела мужчину, который прямо из картинки, ну вот, из фотографий Начало- старых, как будто он оттуда вышел. Мы его переодели, и он косил траву. Вот в начале же есть фильма с одним, ага. Потом думаю, надо... Он где-то тоже снимался, но не играл. «Не хороните меня хороните». без Вот, Ивана». кстати, ага. Да, он очень известный, кстати, Да. мастер Поэтому я эпизода. решила, чтобы он сыграл роль маленькую, эпизодическую. Ну, конечно, через несколько дублей, но он это сделал. Я думаю, я порадовалась. Как хорошо, что все-таки это получилось. Он всем запомнился. Все Очень колоритный запомнили же его. персонаж. Ну Классный и, персонаж. такой традиционный вопрос про творческие планы. Что сейчас, вот, ну, какие проекты в голове пока? Ну, я сейчас вот пока снимаю сериал «Сейген Солун Хаян». Это по следам Росомахи, детективный сериал. Это впервые тоже. Сценарий Детектив, Евгении будем всего- Давыдовой, который в прошлом году написала Харчи. Харчи, ага. Поэтому вот сейчас съемки идут. Детективный сериал. Ага. А у вас, Катя, какой новый сценарий? Я сейчас пишу сценарий, который называется «Кюрюльген». Кюрюльген — это водопад, ну, водоворот. То есть это про... Ну, я никому не говорила, говорить или нет, какая тема, какая эпоха, но это очень такой тоже нас отбросит на несколько десятилетий назад. И история там 6 друзей-одноклассников. Ну что ж, да я думаю, что это вот третий, но не последний. Конечно. Вот, спасибо вам большое. Вам спасибо, Ирина. Ну что ж, это была программа «Якутия в деталях». Она подошла к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.